Ну, развитие обстановки идет в Афганистане, военно-политической обстановки идет в геометрической прогрессии. Дело движется к катастрофе государственного режима, афганской государственности. Боевики запрещенного в России движения «Талибан» празднуют захват столицы провинции Нимроз, города Заранж. Под их контроль перешли штаб-квартира полиции и другие правительственные объекты. Это первый региональный центр, который они смогли захватить с 2016 года. До этого им удавалось брать лишь сельские районы. Иностранных дел Таджикистана заявил, что беженцы из Афганистана несут угрозу безопасности страны. Под видом мирных жителей в страну могут попасть экстремисты, поэтому беженцев страна пока принимать не готова. Хотя еще 23 июля в Комитете по чрезвычайным ситуациям заявили, что страна может принять до 100 тысяч жителей Афганистана. Кого не примут, Талибан зарежет. Практически неизбежным последствием эскалации конфликта в Афганистане сейчас готовится Таджикистан. Страна рассчитывает на поддержку остальных членов Шанхайской организации сотрудничества и в первую очередь на Россию. Глава российского оборонного ведомства особо отметил, что после полного провала миссии США и НАТО в Афганистане эта страна стала новым центром притяжения для террористов всех мастей. И поэтому, если удастся талибам захватить все погранпереходы и дороги, которые ведут со стороны стран Центральной Азии и Ирана, то в этом случае будет крайне трудно обеспечить логистику, то есть поставки оружия, боеприпасов, другого имущества для Северного альянса-2. Так получается, в этом американцы заинтересованы. Есть и другие еще два вопроса. Первый вопрос заключается в том, что таким образом США оказывают давление на страны Центральной Азии с целью создания там военно-воздушных баз Пентагона. Ни Россия, ни Китай, которые гораздо ближе, согласятся на том, что в территории Афганистана, территории Таджикистана или Узбекистана действовали какие-нибудь структуры, имеющие отношение к Соединенным Штатам, к американской армии или к разведке американской армии. При участии России строится новая погранзастава на таджикско-афганской границе. А наши специалисты ведут подготовку квалифицированных кадров для армии республики. Обучаются таджикские военные как в России, так и дома, на нашей 201-й военной базе. Наступление талибов постепенно начинает выдыхаться. Так полагают в российском МИДе. В последние дни из Афганистана приходит все больше новостей о локальных победах на военных стран. Получается, вы знаете, верить талибам о том, что они обеспечат безопасность там, дипломатических сотрудников посольств генконсульств, что они не будут пересекать границу со странами Центральной Азии, нужно очень аккуратно. Потому что, во-первых, само движение Талибан, оно имеет различные фракции. Они могут получать источники финансирования от разных государств, поставлять оружие, поступать может подготовка боевиков идти. Плюс имеется собственная база. То есть с кем говорить? Второй вопрос. Ведь на территории Афганистана есть и другие организации. А как вот Россия может договариваться, например, с исламским государством? Никак. В российском ведомстве также признают, афганское правительство не справляется с натиском боевиков. Многие из афганских военных уходят в соседние Таджикистан и Узбекистан. Повсюду вооруженные патрули. Боевики закрыли пограничный переход Чиман между Пакистаном и Афганистаном. Никого не впускают, никого не выпускают. Возьмем Таджикистан. В Таджикистане, учитывая, что наблюдался такой большой выход афганских военнослужащих и талибов на границу, 20 тысяч резервистов призвали из резерва первой категории. Но достаточно ли это? Вы знаете, 20 тысяч – это сумма, это количество, которым соизмеримо численность вооруженных сил Таджикистана. Это немало. Возникает второй вопрос. Но ведь их нужно вооружить, их нужно подготовить. И здесь возникает, а где это будет делать? Это можно делать только на российской военной базе. Но тогда возникает следующий вопрос. А российская военная база в Таджикистане находится для каких целей? Если говорить официально, то, наверное, для прикрытия таджикско-афганской границы. Но тогда посмотрите, а где находятся воинские подразделения российской военной базы? Могу вам сказать, что большая часть российской военной базы военнослужащих находится в городе Душанбе по просьбе таджикского руководства. В частности, их перевели из города Куляб. Но тогда возникает вопрос, может быть, надо вернуть их из города Душанбе и готовить к тому, чтобы они обеспечили силовое прикрытие границы вместе с афганскими военнослужащими? Это вопрос тоже.
Некоторые застрявшие здесь люди больны, женщины и дети теряют сознание от жары. Ситуация очень тяжелая. Мы здесь уже 2 дня, я еду в Кабул, Афганистан. Людям здесь нечего есть и пить, ни у кого нет денег. Приток туда беженцев, этнических таджиков, может привести к дестабилизации страны и крайне затруднить переход власти, о котором сейчас очень мечтает президент Эмомали Рахмон. Ведь он же хотел бы передать власть своему сыну, а в этом случае это будет крайне сложно сделать, потому что если начнется внутренняя дестабилизация. Ожесточенные бои разорили жителей города Калай-Нау. По данным афганского министерства по делам беженцев, за последние 15 дней война заставила покинуть свои дома почти 6 тысяч семей. Террористы захватили штаб-квартиру полиции Кандагара. Силовики продолжают сопротивление. Кто может помочь реально Таджикистану? Ну, конечно, естественно, обращение Таджикистана в ОДКБ. И председатель Верхней палаты парламента, как раз старший сын Эмомали Рахмона, он обратился в ходе парламентской ассамблеи ОДКБ в помощь, чтобы государству ОДКБ помогли. Сейчас разрабатывается... Министерство обороны Афганистана продолжает публиковать данные исключительно об успешных военных операциях. Между Таджикистаном и афганским Таджикистаном, и Узбекистаном, и афганским Узбекистаном, эти самые страны будут решать. Американцы тут могут только напортить. Не только им, но и всем остальным, в том числе Китаю и России. Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться. Само запрещенное в России террористическое движение «Талибан» до сих пор контролирует большую часть территории Афганистана. И бои идут практически по всей стране. Если талибы заявляют, что хотят международной легитимности, эти действия не принесут им того, к чему они стремятся. Им нужно идти другим путем. Они могли бы направить эту энергию на мирные процессы, а не тратить ее на военную кампанию.